Модернизация взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Владикавказ закончится в назначенные сроки. Работы здесь ведутся уже больше месяца. Сегодня процесс реконструкции лично проверил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Сам этот метод построения, вот этого покрытия, он увеличивает классификационное число. Вот в Сочи такое же покрытие? В Сочи такое же покрытие, да. Во всем мире вообще сегодня применяют вот такое покрытие. Идеально. Да, идеальная ровность получается, и оно называется так называемое нежесткое покрытие. Реконструкция проходит в рамках федеральной программы на государственные средства. Общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей. Длина полосы останется без изменений – 3 километра, а вот полотно будет асфальтобетонным. После ремонта воздушная гавань Владикавказа сможет принимать самолеты любого класса и без весовых ограничений. Я удовлетворен тем, как ведутся работы. Я знаю, что технологии, которые здесь применяются, это самые современные на территории России, в принципе, и в Европе тоже. Вот. Поэтому мне приятно, что практически без срывов, технические трудности с поставкой асфальта, битума. Чехия, которая из-за санкций могла приостановить поставку светотехнического оборудования, слава богу, эти вопросы тоже решены. Первый технический рейс назначен на 30 октября, а уже 31-го аэропорт начнет функционировать по привычному графику. Правда, первый месяц после открытия рейсы будут только дневные. Для ночных полетов предстоит установить светосигнальную систему. Она будет освещать посадочные полосы даже в непогоду и темное время суток. Фатима Макиева, Асам Аскочев, Осетия ТВ.